Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на круглом столе «Молодежь в социокультурном пространстве», который проводится в рамках межрегионального форума многонациональной молодежи. Организаторами форума являются Министерство культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики и Чувашский государственный институт культуры и искусств. Задачами форума является обмен опытом в вопросах сохранения и развития этнокультурного многообразия народов, формирование у студенческой молодежи активной гражданской позиции, навыков социальной деятельности и реализации инновационного потенциала посредствами этнокультурного и арт-проектирования. Разрешите выразить благодарность за участие. Я искренне надеюсь, что опыт нашей совместной работы будет полезен всем участникам форума. Желаю участникам как форума, так и круглого стола положительных эмоций, плодотворной и результативной работы и эффективного взаимодействия. Особую благодарность я бы хотела выразить ответственным за проведение данного мероприятия, а именно научно-творческому отделу нашего института в лице начальника отдела Сергеевой Алины Владимировны за отличную работу и профессиональный подход. Слово для модерирования предоставляю кандидату исторических наук, доценту кафедры археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета имени Ульянова Сергею Николаевичу Кадыбайкину. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Для меня большая честь быть модератором нашего сегодняшнего мероприятия. Ознакомившись с участниками круглого стола, я, конечно, прежде всего поразился тому, что представлены буквально все основные аспекты, скажем так, фронта работы с молодежью. Здесь у нас и представители классической науки, причем основных гуманитарных, скажем так, направлений, и философии, и педагогики, и филологии, и истории, и представители профессиональные, высокопрофессиональные представители культуры и руководители учреждений культуры. И позвольте мне представить первое слово Татьяне Алексеевне Титовой, доктору исторических наук, профессору кафедры антропологии и этнографии Казанского федерального университета. Прошу вас, Татьяна Алексеевна. Коллеги, меня слышно? Да, слышно, прекрасно. Слышно, да? Ага. Спасибо большое. Большое спасибо вам за возможность выступить на вашем круглом столе. Действительно, это... Сейчас, одну минуту. Действительно, это мероприятие очень актуально и для нас тоже, ибо мы с вами все живем в сложно-культурном многонациональном регионе. Мы с вами работаем, общаемся постоянно с людьми разных национальностей, и эта тематика, я думаю, она неисчерпаема, она всегда будет актуальна. К тому же Чебоксары для меня не чужой город. В свое время я защищала здесь докторскую диссертацию, вот, и наша кафедра активно вообще занимались изучением чувашского населения в разных местах нашего многонационального Поволжья. Поэтому еще раз большое спасибо. Значит, я буду говорить о роли этнологического знания, поскольку я профессиональный этнолог, я руководитель направления антропологии и этнология Казанского федерального университета. И, по сути, то, о чем я буду говорить, это, такой несколько, может быть, прошу прощения за эмоциональность, разговор о наболевшем. Несколько таких вот предварительных замечаний. Во-первых, этнология – это наука, которая учит жить вместе. Учит жить вместе. Если мы не будем уметь жить вместе, соответственно, все остальное будет сведено, на мой взгляд, к нулю. Потому что это базовая вещь, стабильность общества зависит
том числе и от наших возможностей, знаний и умений жить вместе. Почему мы будем говорить о знании, в первую очередь о знании? Ну, есть такое выражение «до знаний сила». Это действительно так. Если у человека есть знания реальные, а не на уровне каких-то там мифологем, представлений, анекдотов и прочего творчества народного, порой искаженного, это значит, что человек вооружен правильными установками, это значит, что, скорее всего, он будет действовать в соответствии с этими вот своими знаниями, строить свои, так сказать, поступки. Так вот, этнология, эта наука «Жить вместе», осуществляет, в принципе, в обществе, на мой взгляд, вот определенные базовые, что ли, функции. Во-первых, это теоретика познавательная, направленная на формирование представления об общих закономерностях развития народов, множественности форм, культуре и единстве его содержания. Второе – это социогуманитарное или социогуманистическое даже, наверное, позволяющее учитывать ценности поликультурного общества, его плюсы, его минусы, они есть как плюсы, так и минусы, особенности межэтнического диалога, преодолевать узконационалистические и расовые стереотипы разного вида этнофобии. Следующая функция, наверное, это культурологическая, развивающая представление о культурном богатстве человечества, уникальности всех народов и культур. Функция нравственно-патриотическая, пробуждает интерес к истории культуры собственного народа, к истокам и современному состоянию. Вы знаете, что о патриотизме мы сейчас говорим много, но выполнить, что ли, патриотическую функцию без интереса к истории и культуре своего собственного народа, это, наверное, тоже невозможно. Ну и, наконец, деятельностную, позволяющую применять полученные знания как импульс в процессе вот осознание своего места, что ли, в обществе, выполнение человеком ролей личности, вот, человека и гражданина. Это вот такие вот базовые вещи, которые этнология, социальная антропология, этнография, культурная антропология, это все слова-синонимы, на мой взгляд, позволяют, значит, выполнять вот такие вот базовые функции. Теперь с точки зрения практической, уважаемые коллеги, что у нас получается? Вот, мы ежегодно, набирая студентов на наше направление антропологии и этнологии, сталкиваемся с такой проблемой, и когда они уже поступают, это становится совершенно очевидным. Я думаю, мы не одиноки, и эта проблема абсолютно повсеместная, что наши абитуриенты, наши выпускники школ совершенно не имеют представлений о том, что же такое вот многокультурность, поликультурность, сложнокультурность, то есть что такое вообще этнография, народ, его культура. У людей присутствуют абсолютно такие вот, ну, я бы сказала, мифологические, что ли, представления, стереотипы о том, что, скажем, у каждого народа есть какой-то легендарный предок, там, скажем, у славян там это скифы, там у татар это булгары и прочее. То есть вот эти вот представления о единственности, некой такой неповторимости, что ли, этнической истории у своего народа, то есть нет абсолютно вот этих вот объективных знаний. Если мы с вами посмотрим вопросы, включенные в единый государственный экзамен, как части вот обществознания, да, или обществоведения, то мы тоже там с вами увидим, что вопросы, которые предлагают, тесты, которые предлагают, значит, решить нашим выпускникам, они тоже никак не соответствуют действительности. Мы с вами можем увидеть даже по тем учебникам и по тем тестам стадиальный подход, так называемый, вот в вопросах развития общества. До сих пор мы слышим от наших студентов из их школьных знаний, что есть такие понятия, как племя, народность, нация, которые просто подвергают нас в шок. Почему так происходит? Ответ очень простой. Как правило, наши педагоги – это не их вина, это наша общая беда. Как правило, это педагоги-историки, ведут предметы истории, предметы обществознания, обществоведения и не имеют практически никакой этнологической подготовки. Они, приходя к нам вот, в этнографический музей, директор здесь присутствует, Елена Геннадьевна, может быть, она об этом упомянет, приходя к нам в этнографический музей,
высказывают абсолютно, ну, нерациональные, скажем, антинаучные суждения, вот, обращаясь, скажем, к тем же экспонатам музея. То есть у нас нет совершенно никакой подготовки, и, как правило, на курсах региональной истории детям опять-таки преподносят некие такие вот мифологические представления о собственном народе и зачастую о народах, которые их окружают. Но Чингис Айтматов по этому поводу сказал: каждый народ хочет быть не только святым, но и вечным. Но вечных, он сказал немножко по-другому, сказал, каждая нация, но нация в смысле не как согражданство, а как этническая общность. Но вечных и святых не бывает. Вот это представление, что собственный народ вечный и святой, а остальные вроде как тут гости, зачастую присутствует в умах, в головах наших выпускников. И, в общем-то, конечно, понятно, что если кто-то идет там, скажем, в гуманитарное направление, где в той или иной степени преподаются курсы этнологии или этнографии, может быть, эти вот стереотипы и развеиваются. В большинстве так оно остается, укореняется, и люди уходят с этим во взрослую жизнь. Это очень большая проблема, уважаемые коллеги. Это очень большая проблема. То есть мы изначально либо не закладываем, либо закладываем в головы наших вот детей, подростков, выпускников, наших будущих студентов вот такие вот представления. Второй момент. До сих пор этнология, этнография, даже в среде профессиональных историков, скажем, политологов, социологов, воспринимается как вспомогательная историческая дисциплина. К сожалению, это имеет место быть, это история нашей науки, да, действительно, наука репрессированная, когда-то она была сведена до такого уровня, но вот эта вот пропаганда, что это всего-навсего вспомогательная историческая дисциплина, мы с вами понимаем, что это вообще не историческая дисциплина и не дисциплина, а наука и целое направление, антропология, этнология. Тоже, конечно, и в профессиональном сообществе несколько такую вот уничижительную, я бы сказала, роль выполняет вот эти вот представления. Ибо в среде той же молодежи, студентов, например, историков, студентов, социологов, культурологов, не будем их перечислять всех, гуманитариев, а вот бытует вот такое вот мнение, и зачастую вот мы с этим сталкиваемся, опять-таки, если начинаем грамотно преподносить, кому читаем курсы вот соответствующие этнографические, то знание позволяет разрушить, что ли, вот эти вот сложившиеся стереотипы. Следующий момент, уважаемые коллеги, простите, я не спросила, сколько по времени, и не слежу, поэтому... Все нормально, мы вас слушаем. Ну, в районе 10 минут. Да. В районе 10 минут. Есть немножко больше, не страшно. Да. Пожалуйста, продолжайте. Да. Большое спасибо. Значит, следующий момент. Вот у нас, к сожалению, очень мало социальной рекламы, которая работала бы вот на эту науку «Умение жить вместе». Конечно, вот периодически появляется, народов много, страна одна, языков много, Россия одна. Вот такого рода социальная реклама, она, уважаемые коллеги, на мой взгляд, просто нам крайне необходима. Особенно это касается мигрантов. И тут, я думаю, не нужно изобретать велосипед, нужно просто обратиться к опыту стран, где большое количество мигрантов, ну, например, в той же Германии, когда вы заходите, скажем, в автобус, вы зачастую можете видеть социальную рекламу, где гласит, что наш автобус сегодня не вышел бы на рейс, если бы не, ну, вы знаете, турки, да, там, как правило, работают в этой сфере, если бы не мигранты вот, обслуживали наш автобус, да. Посмотрите, пожалуйста, в Канаде, в США то же самое, во всех там мегамолах, разного рода развлекательных учреждениях. Тоже зачастую мы можем увидеть вот эту социальную рекламу, которая
ну, скажем так, помогает людям понять значимость труда мигрантов. То есть в нашем моле поддерживают чистоту мигранты. Давайте скажем им за это спасибо, давайте будем им за это благодарны. Я полагаю, что вот мы, конечно, не имеем такого большого количества мигрантов, как, например, Германия там, или Штаты, да, но тем не менее, вот фактор негативного отношения к мигрантам наши исследования многочисленные фиксируют это абсолютно однозначно и фиксируется это ежегодно. Кроме того, вот сейчас в условиях пандемии, когда мы проводим вот наши скрининги плановые, мы фиксируем падение недоверия к власти, к сожалению, да, такой момент тоже есть, и вот усугубление, что ли, неких таких вот стереотипных представлений о мигрантах. То есть мы должны понимать, что это понятно, что ситуация пандемии, сокращение там рабочих мест, заработных плат и так далее обостряет все эти моменты, это закономерно, но опять-таки некие такие вот наши ответные общественные и социальные вызовы на этот счет должны присутствовать. И разъяснительная работа в отношении необходимости труда мигрантов также должна быть. В первую очередь это, конечно, среди молодежи. И еще один момент, уважаемые коллеги, я хотела бы вот озвучить. Дело в том, что у молодежи, как правило, вот возникает разного рода социальные инициативы. И мы это всегда приветствуем. Когда молодежь несет вот свои знания, в данном случае, о чем мы говорим, об этнокультуре, в массы. Будь то это школьники, будь то это, скажем, другие категории населения, да, в первую очередь, конечно, вот молодежь молодежи, да, это очень ценно. Но опять-таки, вот прежде чем, скажем, волонтеры идут что-то рассказывать, будь то о костюме или о пище или народной, или там, неважно, о каком-то празднике, то есть когда идут нести вот этот этнокультурный, условно говоря, свет в массы, то все-таки мы должны понимать, что здесь необходима профессиональная помощь. Уважаемые коллеги, это просто необходимо. Ибо, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Хорошая инициатива иногда заканчивается тем, на практике мы это видим, к сожалению, когда молодежь действительно хочет что-то там принести, о чем-то рассказать, что-то донести до людей, но волонтеры это зачастую доносят в искаженном виде. И если вы даже посмотрите на выступления разного рода народных коллективов, да, полупрофессиональных, самодеятельных, то вы увидите, что зачастую их репертуар, их внешний вид, я имею в виду народный костюм, вообще никак не соответствует действительности. Вот опять здесь наша задача подключаться. Мы, конечно, не отказываемся, когда об этом просят, но хотя бы говорить о том, что прежде чем идти в народ, необходима консультация специалиста, чтобы, опять-таки, те знания, которые мы несем, несут волонтеры, несет молодежь, были реальными, а не мифологичными. Наверное, вот все, что я хотела обозначить, время истекло, вот я наблюдаю. Если есть какие-то вопросы или более детально какие-то моменты проговорить, пожалуйста, я готова, коллеги. Спасибо. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Действительно, проблема затронутая чрезвычайно и актуальна, и многообразна. И, наверное, говорить действительно многое можно об этой теме. Но в любом случае надо и говорить, и решать эти проблемы. И я тоже прошу участников нашего стола задавать вопросы и обсудим эти моменты. Пожалуйста. Дорогие участники. Нет вопросов? Все понятно. Да, действительно, с одной стороны все понятно, с другой стороны, конечно, работать и работать в этом направлении. И действительно, от нас с вами тоже очень многое зависит.
И вопросами этими, задачами этими, конечно, занимаются самые разные учреждения, от государственных до научных, до общественных организаций. Ну и, наверное... Мне сказали, что понадобится несколько... Я надеюсь, у вас появилось изображение. Да. Спасибо большое за приглашение на такую важную, нужную. Елена Геннадьевна, вы нас слышите? Пропал. Ага, вот вы пропадали у нас, к сожалению. Мы не могли вас слышать. Так, возможно Наверное, ли... здесь дело в демонстрации экрана подвисает, когда идет и презентация, И вот и все речь. слышно, хотите. А мне вот все слышно абсолютно. И слышно, и видно. Ага. Коллеги, и нам было Да-да. слышно. Видно. Теперь слышим. Теперь слышим. Тогда продолжим, да. Тут где-то у кого-то подвисает интернет. Да. Так вот, этнографический музей Казанского университета действительно это один из старейших музеев гуманитарного профиля, возникший на территории Волга-Урала, накопленные более чем за 200-летнюю историю существования и развития коллекции состоят из разнообразных и во многом очень уникальных предметов. В начале 20 века, когда все коллекции этнографические университета были объединены в один этнографический музей, вот, собственно говоря, то, что стало базой на протяжении 20-21 века, предполагалось, что это будет такое пространство, в котором человек может узнавать и познавать не только что-то другое, такое загадочное, экзотичное, но прежде всего себя. И над фронтоном предполагалось, что будет надпись на латыни «Познай самого себя». Именно через познание окружающего нас мира, через познание нашей и другой культуры в контексте исторического развития, с позиции терпимости, принятия, только так и никак иначе мы можем стать гармоничной личностью. Но тут я прежде всего говорю, конечно же, о школьниках, молодежи, студентах, потому что это тот материал, с которым можно и нужно работать, но не только с ними. У нас экспозиция делится тематически на несколько зон постоянно действующая. Первое пространство — это экспозиционно-выставочное, где мы организуем временные выставки. И две постоянные экспозиции — это этнография народов Казанского Поволжья и этнография народов мира. Сотрудник музея, как, по сути, режиссер фильма, когда приходит экскурсия какая-то, когда записываются посетители, в зависимости от аудитории, в зависимости от потребностей, выстраивает свой сценарий. Он визуализирует те мысли посредством музейных коллекций. И базовым для нас с 1882 года является принцип, который был заложен еще учеными Общества археологии, истории и этнографии: свое и чужое мы должны судить по высшим общечеловеческим принципам. В музей сейчас очень часто обращаются посетители. Мы экскурсии принимать стали относительно не так давно. С 2013 года мы стали активно принимать экскурсии. Все дело в том, что университетский музей — это особые музеи. Мы связаны тесным образом прежде всего с учебным и научным процессом университета. То есть мы плоть от плоти, кровь от крови, как говорится, этнографов Казанского университета. И на базе музея проходят занятия регулярные, музейные коллекции включены в учебные программы. То есть курс этнографии народов Волга-Ураля проходит непосредственно в самом музее, где студенты могут видеть воочию предметы материальной и духовной культуры. Музей открыт для посетителей, и у нас сейчас проходит
3 разного уровня, разного блока программ, которые реализуются параллельно. Совместно с музеями Казанского университета мы проводим квесты, университетские мероприятия, такие как Университетский музей детям, «Про-наука». То есть это те мероприятия, которые объединяют все музеи и какой-то общей идеей, связанной прежде всего с историей университета они. Второй блок – это программы самого музея, это тематические и обзорные экскурсии, музейные занятия и мастер-классы. Я о них чуть-чуть попозже расскажу. Ну и третье – это проекты нашего Института международных отношений. Это детский университет, это лекторий Open History, это кружок «Этнофорум», который проходит также на базе музея, олимпиады и конференции. И все эти мероприятия, которые реализуются совместно с Институтом международных отношений, они открыты. То есть они открыты, они публичные, любой о них информация представлена в социальных сетях, и любой желающий может прийти и на интересующую его тему, лекцию или заседание кружка послушать, и, как правило, так и бывает. Наши экскурсии выстроены вокруг тоже нескольких тематических блоков, как и экспозиция, это Татарстан и народы мира. Базовой является «Мой дом Татарстан», где мы в доступной форме рассказываем об этногенезе коренных народов Татарстана, да, миграционных процессах, которые происходили и происходят сейчас, особенностях межэтнического взаимодействия наших краев в прошлом и настоящем. Почему именно эти темы я вынесла вот сейчас вперед? Потому что приходят посетители, записываются посетители, и чаще всего это учителя с учениками, и говорят: ну расскажите, а вот кто здесь исторически, вот, кто здесь самые первые были, кому это все принадлежит? То есть в 21 веке слышать такие фразы, но это очень удивительно. То же самое, как вот если вы посмотрите снизу, внизу у нас есть, что педагоги сами инициируют очень часто какие-то тематические экскурсии. Так, занятия расы, религии, великие географические открытия — это был вот этот вот социальный запрос от учителей. Когда учителя обращаются, говорят: мы не можем нормально объяснить, что такое раса, тем более правильно это проиллюстрировать какими-то примерами, учебными пособиями, как это сделать корректно. Вот они обращаются к специалистам. У нас в музее работают все этнографы, этнологи, социальные культурные антропологи, тут какой термин кому ближе, и всегда помогают наши коллеги с кафедры, да, потому что вот одна из очень популярных лекций, на которую действительно очень часто записываются, она проходит «Немой язык, невербальная коммуникация как средство межкультурного общения», которую блестяще проводит доцент нашей кафедры Фролова Елена Валерьевна. Она вот находится в одном из таких топ-позиций, когда они просто рассказывают, но еще и устраивают тренинги, занятия, когда на практике люди могут как-то по-другому посмотреть на вопросы взаимодействия с другими. Помимо разнообразных таких вот узкотематических экскурсий по народам Поволжья, как там встречают по одежке, дело мастера боится, музейные занятия, да, достаточно важно и нужно приходить на базовую экскурсию. И всегда мы, когда к нам записываются посетители, которые приходят в первый раз и говорят, что нам бы вот какую-нибудь такую экзотику посмотреть, делаем мастер, там боится мастер-класс с ремеслами, мы просим сначала, чтобы все-таки пришли базово. Потому что, как вот уже говорила Татьяна Алексеевна, очень часто учителя приходят с детьми и закладывают определенный посыл, что вы пришли в этнографический музей, и сейчас вы увидите, вот как происходила эволюция народов от низшего к высшим. 21 век, и это, к сожалению, есть. Это, к счастью, это можно корректировать, и с этим можно работать. И прекрасно, что люди обращаются, приходят в музей, да? Прекрасно, что мы можем как-то направить мысли вот в определенное мирное русло. Большой популярностью сейчас стали пользоваться тематические занятия религии народов мира, да, тоже то, что является таким откликом на
процессы, которые происходят. Для того, чтобы более... наверное, была понятна традиционная культура, и эта традиционная культура правильно интерпретировалась, мы в свое время завели страничку в социальных сетях. Это страничка из Инстаграма, у нас то же самое Facebook и ВКонтакте. Цель этой странички была прежде всего не популяризация и продвижение в музее, это была популяризация этнографических знаний. Это то, что помогает, как нам кажется, более корректному, более правильному восприятию традиционной культуры, расширению кругозора. Почему мы это видим? Потому что у нас растет число подписчиков, и очень часто подписчики пишут сообщения в личку с какими-то просьбами, вопросами, что-то почитать, что-то прокомментировать. Это, конечно, не может не радовать. 80% наших посетителей – это школьники и студенты. Остальные 20% – это гости университета и профессиональное сообщество. Мы можем разговаривать на доступном, понятном для молодежи языке, потому что у нас достаточно молодой коллектив, и мы видим в этом необходимость. Вы знаете, я буду уже заканчивать, и хочу такую финальную мысль, наверное, сказать, что этнографические музеи, они выполняют действительно огромную роль в достижении взаимопонимания между людьми. И хотелось бы, чтобы во всех краеведческих, во всех национальных музеях были более правильные, корректные, большие этнографические отделы. Да, но не везде есть этнографические музеи, так сложилось, такая была специфика музейного строительства, потому что на правильно построенной, грамотной экспозиции, в которых представлены особенное, общее, отличительно, а общего, как правило, бывает больше, когда мы говорим про какой-то историко-этнографический регион, позволяется нормально, адекватно демонстрировать материальную культуру народа. Возможно, правильное построение грамотного диалога, предостерегающего людей от предрассудков. Именно этнографические музеи, этнографические коллекции, они могут учить уважительному отношению к этническим и религиозным традициям, гуманно относиться к разным народам, в том числе и к культуре своего народа, и не воспринимать как истину российские теории. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Елена Геннадьевна. Ну, а мы попытаемся еще раз с Натальей Михайловной связаться. Наталья Михайловна. Здравствуйте, меня слышно? Да, слышно. Да, добрый день еще раз. Я сейчас Здравствуйте еще раз. запускаю презентацию и начну рассказывать. Будем надеяться, в этот раз все пройдет. Ждем. Да. Слышно меня? Все в порядке? Слышно. Да? Добрый день еще раз, коллеги. Меня зовут Егорочкина Наталья. У меня немножко другая тема, скажем так. Я немножко расскажу о себе. Я являюсь руководителем Дворца культуры Яуза, который находится в Московской области. Это городской округ Мытищи. И до этого буквально возглавляла проект «Центр культуры и досуга Марфина», который стал одним из лучших и передовым учреждением культуры по Московской области. И сегодня мне бы хотелось поделиться своим опытом, знаниями и чем же, да, что же мы все-таки сделали такого интересного. И хочется начать с того, что, безусловно, очень важно сохранять традиции и, в общем-то, очень важно знать свою историю и уделять огромное внимание и народному творчеству, и фольклорному. Но с чем столкнулись мы, когда пришли в свое учреждение? В наш дворец культуры, в нашем дворце культуры очень много различных коллективов, народных, со званиями, образцовых, но почему-то сюда не идут люди, да, то есть это первая проблема, с которой мы столкнулись. Здесь очень мало людей, очень мало посетителей, очень мало молодежи и детей. И мы со своей креативной командой стали думать, что же мы можем сделать такого, чтобы привлечь молодежь, привлечь детей в наш дворец культуры.
И в связи с этим связана, в общем-то, и моя тема. Это мы провели апгрейд учреждения, ребрендинг небольшой, и, в общем-то, ввели такое очень интересное понятие в учреждении культуры, как бренд. И хочется немножко сказать, что бренд учреждения — это своего рода философия, то есть это миссия, которую вы несете своим жителям, людям, посетителям, всем ребятам, кто посещает эти кружки. И для нас было очень важно придумать что-то новое и необычное, то есть придумать свою философию, куда люди бы захотели идти, где бы они захотели обучаться, узнавать что-то новое и интересное, потому что действительно для молодежи сейчас очень важна упаковка, то есть действительно нужно заниматься, да, и историей, и народным творчеством, и другими направлениями, но привлечь молодежь в эту сферу очень сложно на данный момент. Поэтому мы думали над разными инструментами и поняли, что это должна быть очень интересная, оригинальная упаковка Дворца культуры. Тогда, возможно, мы сможем привлечь как можно больше молодежи. И хотелось бы мне сегодня рассмотреть ребрендинг нашего учреждения на примере Дворца культуры Яуза. Дворец культуры Яуза — это типичное здание 70-х годов. Я думаю, что во многих городских округах есть такие же учреждения с мраморным полом, с мраморными стенами. И, в общем-то, мы тоже столкнулись с такой же задачей, как мы можем оформить по-другому и что же мы можем сделать интересного. И в первую очередь мы выбрали небольшой девиз и читали различные мотивирующие цитаты, чтобы смогло смотивировать нашу команду. То есть здесь у нас фраза «делай, что можешь, тем, что имеешь, там, где ты есть». Это было действительно актуально для нас, потому что мы пришли в место, где, в общем-то, нет финансирования, нет средств, нет каких-то возможностей, и мы стали делать то, что мы можем, там, где мы есть. И дальше мы непосредственно приступили к самому ребрендингу. Мы сделали новый логотип. Он достаточно необычный, но уникальный в своем оформлении. Мы вдохновлялись рекой Яуза, которая течет у нас в городском округе Мытищи. Она у нас достаточно известная. И мы смотрели, в общем-то, на ту местность, где мы находимся, и вдохновлялись, в общем-то, всем, что вокруг нас. То есть мы неотъемлемая часть, в общем-то, нашего ландшафта и того места, где мы находимся. Далее был разработан, мы вдохновились этой рекой, но волны мы решили сделать своего особого уникального цвета. Дальше мы разработали уникальный шрифт. То есть для нас очень важна была типографика. Шрифт разработан специально под нас, плюс цветовая гамма, она разработана специально под нас. Наши дизайнеры и художники, они смешивали цвета и сделали свой уникальный такой цвет фуксия, который, в общем-то, просто так не получить в цветовой палитре. И, конечно же, мы стали придумывать слоганы, да, и манифесты нашей команды, и что же нас поведет вперед, и выбрали одним из них. Это «Твоя Яуза», быть на твоей волне. То есть для нас задачей и миссией было быть на одной волне с нашими жителями и с людьми, которые, в общем-то, приходят к нам, и заинтересовать их. Возможно, это было очень смелое решение, мы это прекрасно понимаем, но мы рискнули, и у нас получилось такое, скажем, очень интересное и яркое здание. Дальше мы разработали, естественно, свой фирменный стиль. Здесь вы можете видеть везде брендбук наш. Также вы можете видеть наши официальные мерчи. В общем-то, это одежда для сотрудников ДК Яуза, и многие жители, опять же, интересуются, да, нашими мерчами, нашими футболками, кепками и той продукцией, которую мы делаем, и она действительно очень нравится людям. Это действительно очень важно. Есть еще такой мерч у нас. И, конечно же, у нас сейчас в процессе находится разработка нашего сайта. Она тоже у нас в едином стиле, но запускается он у нас новый в следующем году только. И хочется сказать, что это очень важно, чтобы все учреждение, в общем-то, вся продукция печатная была в едином стиле. Это действительно очень важно. Следующий этап у нас было внедрение данной концепции уже непосредственно в наше учреждение.
Мы, в общем-то, используя подручные, да, материалы, у нас было финансирование только на краску и на самые простые средства, его было очень мало, мы стали проводить ребрендинг. Мы перекрасили свои стены вот в такой оригинальный цвет, и здесь вы можете видеть то, что было до, вот такой коридор, и как он выглядит сейчас. И опять же фотографии до. Да, вот в это место мы пришли, и вот сейчас выглядит так наше помещение. Вот таким образом мы преобразились. У нас очень интересные цвета. И действительно нужно было найти что-то новое, интересное. Сразу скажу, что не все поняли наше преображение. И наверняка, если вы задумаете что-то подобное, то, возможно, столкнетесь с критикой, но можно к этому процессу привлекать нашу молодежь, можно спрашивать у них их мнение. Да, можно рискнуть самим. И здесь можно увидеть вот различные манифесты на наших колоннах. И, в общем-то, все, что мы преображали. Вот таким образом стены у нас преобразились. Это мы тоже поменяли свои помещения. Ну и, конечно же, многие спросят, где же брать деньги в учреждениях культуры, да, то есть это такой вопрос. Опять же, повторюсь, что нам выделены были минимальные, просто мизерные средства на материалы. Все мы делали сами, все делала наша творческая команда, поэтому я всегда говорю, что кадры решают все. И, в общем-то, за лето мы преобразили наш дворец культуры в совсем другое современное учреждение. Действительно, люди пошли сюда, они идут, им нравится. И часто вечером я сама выхожу после работы и, в общем-то, спрашиваю ребят, вам нравится? И они действительно отзываются очень положительно. Это тоже очень здорово. Вот такое у нас преображение. И дальше мне бы хотелось сказать немного о мебели. Да, опять же, на мебель у нас денежных средств тоже не было, и наша креативная команда, в общем-то, дизайнеров и оформителей подумали, а что же нам делать? И мы нашли в своем старом здании вот разломанные стулья, абсолютно непригодные для жизни, и мы сделали из них вот такие интересные, уникальные объекты. То есть одна лавочка у нас олицетворяет, допустим, это точная координата того, где находится она, да, и если, например, идея дизайнеров была, если, например, вы поссорились, то вы садитесь на два разных конца и, в общем-то, встречаетесь в одной точке. И таких множество объектов у нас находится во Дворце культуры. То есть мы переделываем мебель сами, мы ее апгрейдим, мы делаем ее другой за неимением возможности. Поэтому я думаю, что это тоже может послужить идеей для всех, как возможно из старого сделать. Плюс сейчас эко-вещи, да, они в тренде, и это действительно модно, и дизайнерская мебель, она стоит намного дороже даже, чем обычная. То есть вот такие вот уникальные вещи у нас, в общем-то, находятся в нашем Дворце культуры. И немножко расскажу, почему же бренд важен. Хочется сразу сказать, что бренд и свой логотип, и свой уникальный стиль — это действительно очень важно, потому что это особого рода подушка безопасности. То есть если проходит много разных мероприятий, не нужно придумывать каждый раз что-то новое. То есть у вас есть свой стиль, свой бренд, и вы можете делать различные уникальные мероприятия. И плюс у нас повысились количество локаций различных для съемок, тем более в связи с пандемией. Это очень хорошее решение, то есть мы часто записываем что-то интересное, и действительно с таким визуалом молодежи интереснее смотреть. И только когда приходит молодежь, да, и когда им интересно, мы можем им рассказать действительно что-то очень важное. Это о том же, опять же, почему важно иметь бренд и иметь свой стиль. То есть это убирает различные проблемы, и вы всегда знаете, что использовать. Плюс у нас открылись новый формат мероприятий буквально за 2 месяца в своих новых локациях с новым ремонтом. У нас поток молодежи, то есть от слова совсем, он увеличился на 40%. И это действительно очень важно. И, конечно же, хочется сказать, что стиль можно здесь опять же использовать везде.
И хочется сказать, что действительно и рейтинг, и охват в социальных сетях, они повысились, потому что изменился стиль, людям стало интересней, о чем свидетельствуют у нас комментарии в социальных сетях. И здесь можно по статистике Инстаграм видеть, что действительно посещаемость, она увеличилась намного. И действительно люди пишут положительные отзывы и говорят о том, что не только Дворец культуры, да, он стал лучше, стал интереснее, о том, что действительно весь городской округ преображается. Вот. Хочется также сказать, что на этом пути возможно всегда встретиться с критикой, потому что, наверное, кто-то думает, что это чересчур молодежно или слишком дерзко, или слишком как-то креативно. Но опять же, всегда можно привлечь мнение со стороны. Это мнение наших ребят, это мнение нашей молодежи, это мнение наших жителей. И, естественно, сохраняя традиции, но посмотреть на это каким-то интересным, свежим взглядом, что тоже очень важно. В общем-то, изначально у нас концепция была такая: поменять тривиальный взгляд молодежи и наших жителей на Дворец культуры, на Дом культуры, типичный Дом культуры, вдохнуть в него новую жизнь, вдохнуть что-то интересное, новое. И, в общем-то, я всегда рада поделиться опытом. Здесь есть ссылки на мои социальные сети, на нашу группу. Всегда буду рада проконсультировать и, в общем-то, рассказать все, что я знаю, и поделиться своим опытом. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Действительно, очень интересно. Опыт достойный не только внимания, но и перевнимания, но, я думаю, даже и научно-образовательными организациями тоже. Спасибо большое. Ну а теперь переходим к следующему учреждению культуры. Марина Викторовна расскажет нам о работе Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, который продолжает замечательные традиции знаменитого Поленовского дома. Пожалуйста, Марина Викторовна. Добрый день. Слышно ли меня? Да, вас слышно. Слушаем с нетерпением. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно было слышать предыдущих докладчиков. Очень важные актуальные вопросы поднимаются сегодня. И, может быть, даже важно, что они поднимаются вот в таком современном и модном формате. Начнем с того, что сегодня, 30 ноября, мы начинаем празднование юбилейных торжеств. В этом году Государственный российский дом народного творчества празднует 105-летие со дня основания. В 1915 году известный художник Василий Поленов создал Дом народного творчества. Да, это была комиссия содействия городским и деревенским театрам для того, чтобы искусство было ближе к народу. Он так и говорил: я хочу сделать так, чтобы искусство было ближе к народу. И вот уже 105 лет, то есть больше века, Российский дом народного творчества, который носит имя Василия Дмитриевича, несет эту миссию развития, сохранения, популяризации народной культуры, любительского искусства и всех достижений, что с этим связано. Российский дом народного творчества — это уникальная структура в том, что это единственная в мире система, которая есть во всех регионах нашей страны. Во всех регионах нашей страны есть дома народного творчества. И вот эта вот большая система сегодня развивает, сохраняет, популяризирует традиции многонационального народа Российской Федерации и развивает клубно-досуговую деятельность. Что интересно, что в этом году много уже об этом говорили, я уверена, что еще будут говорить. Конечно же, началась новая точка отсчета очень многих отраслей социальной сферы, как образования, так и молодежной политики и, конечно же, народного творчества. Пандемия, вот те вот ограничения, которые были введены, они изменили сложившийся десятилетиями порядок работы учреждений культуры в нашей стране. И, на мой взгляд, это очень и очень интересно, потому что те тенденции, которые внедрялись, те новые технологии, которые внедрялись в деятельность учреждений культуры, они сегодня стали уже нашей жизнью. Я бы хотела рассказать о том, что сегодня, конечно, очень важная деятельность, большая деятельность на территории Российской Федерации ведется по развитию народного творчества, народной культуры, нематериального культурного наследия. Делается это благодаря тому, что у нас сегодня действует национальный проект «Культура», в результате которого идет реорганизация, модернизация деятельности учреждений культуры по всей стране, от самых маленьких
сельских клубов далеко-далеко где-то в провинции, до больших дворцов и домов культуры в субъектах, в столицах нашей большой страны. Вот в рамках национального проекта «Культура» есть такой подпроект, вы, наверное, слышали, который называется «Творческие люди». И в рамках этого подпроекта ведется большая работа по популяризации деятельности как работников культуры, работающих как в музеях, библиотеках, домах культуры, так и тех людей, которые занимаются народным творчеством, занимаются в кружках и клубах по интересу. Вот уже второй год Российский дом народного творчества организует очень интересный фестиваль. Называется он «Всероссийский фестиваль любительских творческих коллективов». Его уникальность в том, что 20 коллективов каждый год получают денежные гранты на развитие по 2 миллиона рублей. На эти гранты они могут сшить новые костюмы, купить оборудование, организовать какие-то проекты, съездить на гастроли и так далее. И вот за 2 года реализации национального проекта и проведения этого фестиваля более 500 коллективов из абсолютно всех регионов страны приняли участие в этом мероприятии. В этом году было 255 коллективов. И я хотела бы рассказать о фестивале этого года. Он проходил под девизом «Культура – это мы» и объединял 5 жанров народного творчества. Любительский театр, духовые оркестры, хоры, хореографические коллективы и цирки. И это очень большой пласт народного творчества, который позволил нам оценить вообще состояние любительского искусства в нашей стране. И знаете, что интересно? Наша тема – это молодежь, да, и вот многие, с кем я встречаюсь, может быть, в обычной жизни, говорят, что, народное творчество, это у вас там бабушки и дедушки занимаются самодеятельностью и поют русские народные песни. На самом деле это далеко не так. И каждый наш новый фестиваль, каждый наш новый проект говорит о том, что народное творчество, оно молодеет с каждым годом. И вот даже в этом году все коллективы, которые принимали участие, большинство из них это молодежные коллективы, которые действуют в самых разных административных населенных пунктах, да, как я уже сказала, есть молодежные коллективы и в самых маленьких деревнях, и в больших селах, и, конечно же, в столицах регионов нашей страны. И вот эти молодые люди занимаются творчеством духовым, цирковым, они занимаются балетом, что очень и очень здорово и интересно. Есть еще одно актуальное направление, которое сегодня популярно, это национальная культура народов Российской Федерации. В нашем Российском доме народного творчества действует Центр культуры народов России, и вот при этом центре есть молодежный совет, который также активно участвует в развитии нашей деятельности. Ребята разрабатывают проекты, придумывают интересные мероприятия. И вот на фоне меня как раз не очень, может быть, видно, но там фотографии из фестиваля «Культура – это мы». Огромная выставка у нас сейчас будет организована как на пространствах Российского дома народного творчества, так и на других территориях и локациях. Так вот, эти ребята, они всегда с идеями выходят к нам, всегда очень много идей, так же, как и в региональных центрах нашей страны. И вот меня очень много спрашивают, обычно коллеги, скажите, пожалуйста, Мария Викторовна, а какие новые актуальные формы работы сегодня существуют? А что же нам такое провести интересное, чтобы было интересно всем, особенно молодежи? И в таких случаях я всегда отвечаю, если вы хотите провести какой-то новый проект, реализовать новую идею, то спросите об этом у тех, кто ходит в ваш Дом культуры. Спросите это у тех, кто занимается в ваших кружках. Спросите это у молодежи, которая сегодня которую вы хотите привлечь в Дом культуры. И вот правильно говорили предыдущие докладчики, в том числе Наталья, о том, что все новые преобразования, они должны происходить не только сверху, со стороны администрации сельского поселения, со стороны администрации Дома культуры, но и обязательно снизу. Если есть возможности, если есть желание у молодежи, их обязательно нужно поддерживать. Что же дала пандемия? Сегодня есть ряд тенденций, ряд трендов, которые будут определять развитие всей отрасли культуры, или даже, может быть, не только культуры, но и образования, молодежной политики, других направлений социальной сферы. Вот пандемия — это такая новая точка отсчета, да, как я уже сказала. И первое, что сегодня уже ярко ощущается, я думаю, что вы со мной согласитесь, это желание очного общения. Если еще буквально в феврале-марте мы все говорили о необходимости присутствия в интернете, мы все с началом самоизоляции вышли в интернет, стали проводить там яркие, интересные проекты, давать людям интересный контент, то сегодня люди уже
принципе, устали от онлайна, и они жаждут живого общения. И поэтому все мы сегодня должны подумать о том, а что же мы предложим людям, которые насиделись и засиделись дома и с удовольствием хотят прийти к нам в Дома культуры, к нам в театры, к нам в библиотеки. То есть как только в регионах открываются учреждения культуры и разрешаются мероприятия, то мы должны предложить совершенно новый контент. Мы должны предложить совершенно обновленную деятельность наших учреждений. Но здесь, опять же, запятая в том, что не обязательно это должно быть прямо новое и современное. Это может быть какие-то старые, любимые форматы работы. Но тот зритель, тот посетитель, который ждал эти полгода, эти 9 месяцев открытия домов культуры, должен, конечно, видеть, что мы его ждали. Еще один важный тренд, который сегодня необходимо учитывать в нашей работе, это тренд на здоровье. Конечно, это самая актуальная тема, да, и сегодня мы видим, что очень многие отрасли народного хозяйства, очень многие большие корпорации, они уделяют внимание именно здоровому образу жизни, здоровью-сбережению, мероприятий, направленных именно на здоровье, потому что эта тема актуальна. Да? Мы все сегодня боимся так или иначе заразиться, либо заразить окружающих. Поэтому здесь тоже очень важно, чтобы учреждения культуры сегодня продумали в своем плане мероприятий и форматы, направленные на это. Это уголки здоровья в домах культуры. Это какие-то мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. Может быть, что-то интересные флешмобы, челленджи, которые показывают о том, что Дом культуры, либо даже институт, либо это может быть дворец творчества юных, что это территория здоровья. И что здесь у нас есть возможность безопасно заниматься творчеством и реализовывать свои проекты. Вот и это еще один тренд, который сегодня актуален, и мы все должны его использовать. Еще один тренд, это, конечно же, вот сегодня уже первый докладчик говорил о том, что очень мало сегодня информации о народной культуре, о народном творчестве, о традициях в сети, во время рекламы, в эфире, в информационном. Наша задача сегодня наполнять наше информационное общество, все те каналы информации, которые сегодня доступны, правильным и важным контентом, понятным для молодежи. С чем мы сталкиваемся? Я непосредственно являюсь заведующей отделом информации Российского дома народного творчества. И с чем мы связаны? С чем мы сталкиваемся в своей работе? С тем, что очень и очень много на самом деле информации, особенно в последний год, о различных проектах, акциях, каких-то практиках, реализуемых в разных регионах нашей страны. Да? И эта информация, к сожалению, доступна только для узкого круга профессионального сообщества работников культуры. Она не доходит до стороннего зрителя, особенно она не доходит до целевой аудитории молодежи. Почему? И вот здесь выход в том, что нам нужно еще учиться. Учиться использовать те масштабные каналы, которые нам сегодня предоставил технический прогресс. Да? Если раньше мы понимали, что у нас есть только телевидение и радио, сегодня оно остается, но там собрана определенная целевая аудитория. Да? Если мы говорим о молодежи, то, конечно же, молодежь — это интернет. И очень-очень много интернет-каналов. Главное, что сегодня надо развивать, это официальные сайты учреждений. И вот правильно говорила Наталья Егорочкина о том, что сайты должны быть яркими. По сути, сегодня Дом культуры выходит за стены своего дома, дворца, помещения. Сегодня Дом культуры, интернет — это большой дом культуры. И мы сегодня должны наполнять его правильным контентом. Контентом, который будет интересен молодому поколению, детям, молодой семье, молодым специалистам. И очень важно, чтобы и сайты были яркие, чтобы чтобы, зайдя туда, человек хотел там остаться. То же самое и с страницами в социальных сетях. Каждая социальная сеть, она имеет свои алгоритмы. Каждая социальная сеть имеет свою аудиторию. В Одноклассниках сидят люди определенного социального статуса и возраста. В Инстаграме сидит молодежь, и у нее есть свои предпочтения. Сегодня развивается социальная сеть ТикТок. И там сегодня находится очень много подростков, с которыми надо говорить на языке подростков. На самом деле здесь нам всем еще предстоит очень многому научиться. И вот какой совет мы сегодня сами используем и даем его всем, это, конечно же, учиться у тех, кто уже умеет пользоваться социальными сетями, например, этим же ТикТоком, кто там активен. Если мы говорим о трендах, которые сегодня развиваются в домах культуры, то одним из главных интересных форматов — это создание медиацентров.
Чаще всего бывает так, что на селе или в небольшом городе Дом культуры является единственным местом культуры, единственным местом досуга в населенном пункте и единственным средством массовой информации. Да. И вот сегодня очень многие дома культуры начинают создавать на своей базе медиацентры. И в этих медиацентрах работают как раз молодые люди, медиа-волонтеры, ребята, которым интересно работать в интернете, работать в социальных сетях, писать посты, рассказывать о жизни села, о жизни Дома культуры. И на самом деле у них это получается намного интереснее и живее, чем это бы в нагрузку делал какой-нибудь работник культуры или привлеченный специалист. Поэтому вот это направление, оно тоже очень и очень актуально. Что бы я еще хотела сказать, уважаемые коллеги, о том, что сегодня Российский дом народного творчества занимается деятельностью большой, масштабной по сохранению наших традиций нашей страны. Мы ведем каталог объектов нематериального культурного наследия, возрождаем традиции, проводим фестивали. И опять же, если когда мы 10-12 лет начинали эту деятельность активно, то среди людей, которые занимались этим творчеством, были в основном люди старшего поколения, которые еще в советские годы вели эту очень важную работу. То есть сегодня в эту деятельность сливается молодежь. И вот буквально в эти выходные у нас прошел всероссийский конкурс памяти народной исполнительницы Ольги Трушиной, и там принимали участие более 50 молодых солистов в возрасте до 30 лет. С каждым годом увеличивается число молодых исполнителей, и поэтому, конечно, мы отмечаем тот факт, что народное творчество сегодня очень популярно среди молодежи, и традиции тоже очень популярны среди молодежи. И молодежь, она обладает теми способностями, и что может донести новые смыслы, новые посылы для своих сверстников. И вот сегодня в 18:00 по московскому времени на портале «Культура РФ» состоится онлайн-концерт, который называется «Звезды народного искусства». Это юбилейный концерт Российского дома народного творчества, но и у него есть особенность. В этом году мы решили показать народное творчество, любительской культуры и традиции глазами молодежи. И, может быть, впервые в истории наших вот концертов, вот таких вот, которые посвящены популяризации народного творчества, народного искусства, принимают участие молодежные коллективы и звезды фолк-музыки. Например, такая известная исполнительница, как Тина Кузнецова, известные рок-группы, такие как «Этносфера», «Казачий круг», «Живица», солисты из Бурятии, Республики Саха-Якутия, которые сегодня являются такими хедлайнерами своих регионов и носителями культуры своих регионов. Я вас приглашаю всех присоединиться к этому концерту. Еще раз говорю, что 30 ноября сегодня, 18:00 на портале «Культура РФ». Вот на этом я бы хотела закончить свое выступление. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Хочу пожелать вашему форуму творческих успехов. На самом деле здесь поднимаются очень важные вопросы. И я думаю, что те результаты, которые будут примутся, они обязательно будут востребованы в регионах, и мы тоже на своих интернет-ресурсах обязательно распространим итоги вашего форума, чтобы о их результатах узнали вся страна. Спасибо большое, Марина Викторовна. Очень интересно и, главное, очень актуально и достойно, несомненно, внимания. Вопросы, если у кого-то есть, руководителям учреждений культуры, можно задать и позже. А теперь перейдем дальше к теоретическим вопросам сохранения этнической культуры. Об отдельных аспектах попросим Эдуарда Валентиновича Фомина, доцента Чувашского государственного института культуры и искусств, маргинальные способы самосохранения этносов. Пожалуйста, Эдуард Валентинович. Уважаемые коллеги, это вообще-то будет выступление не этнолога, а взгляд языковеда на проблемы этнического существования. И мы рассмотрим данный материал на чувашском материале. Дело в том, что когда языковеды начинают заниматься народами, которые говорят на немногочисленными народами, которых не так уж и много, то они очень часто
уходит в проблематику социолингвистики. И таких работ социолингвистического плана в чувашском языкознании становится все больше и больше. И это один из признаков того, что с чувашским этносом происходят какие-то трансформации, которые мы сейчас воочию увидеть конкретно не можем, но они, видимо, очень тревожные. Существует небольшой процент людей, которые очень болезненно переживают такого рода процессы и заявляют о себе очень часто нетрадиционными методами самосохранения этносов. Слово «маргинальный» в данном случае ни в коем случае нельзя признавать как слово с отрицательной стилистической коннотацией. На самом деле маргинальный в данном случае это нетрадиционный. Итак, очень интересный момент, который сейчас мы наблюдаем, это восстановление язычества. Чуваши с середины XVIII века были активно христианизированы, и чувашские анклавы с язычеством остались на периферии чувашской экумены в сопредельных с Чувашией районах Татарии, в Башкирии, в Ульяновской области, в Самарской области и в некоторых других регионах. А само язычество как таковое уже, в принципе, забыто, но, видимо, возвращение к язычеству, насаждение язычества начинает осмысливаться в качестве того самого средства, которое может позволить чувашам сохраниться в будущем. И в этом плане обязательно необходимо отметить, что в качестве национальной религии сейчас марийцы насаждают язычество. Но с точки зрения логики и развития культуры, возвращение в язычество вряд ли является той силой, которая может помочь продвижению этноса вперед. Человечество политеизм уже пережило достаточно давно и пришло к идее монотеизма и даже более. Идем дальше. Следующий момент – это преднамеренное формирование субэтнических групп. Одно дело, когда субэтнические группы складываются естественным образом, например, поморы, чалдоны или казаки среди русских. А другое дело, когда идет искусственно желание искусственно сформировать субэтнические группы. В данном случае среди чувашей мы наблюдаем пассионариев, которые пытаются сохранить чувашскость через субэтническую группу суваров. Ну, этих людей мы немного знаем. Это люди, которые являются интеллигентными людьми, аристократичными, которые пытаются продвинуть самые лучшие элементы чувашской культуры в современность. Следующая тенденция – это поддержка идеи районных землячеств. Ну, есть такое словосочетание в чувашском языке, которое известно даже за пределами чувашской среды. Это хамар-ял, буквально наша деревня, а вообще означает землячество или земляков. Идея землячеств зародилась в Чувашии в 1990-е годы и по сию пору существует в чувашской среде. Время от времени землячество собираются в Чебоксарах, проводят праздники. Но если мы обратим внимание на географический объем Чувашской республики, то мы знаем, что Чувашская республика – одна из небольших регионов России, 18 тысяч квадратных километров. Это где-то 76-я или 77-я позиция по объему. И до Чебоксар, самых отдаленных районов республики, можно доехать за 2,5-3 часа максимум. Это очень удобно, понятное дело. Когда, например, в путеводителях по Ирландии мы читаем, что до столицы, до Дублина, с любого конца Ирландии можно доехать за 3 часа, и это замечательно. Аналогичная ситуация складывается в Чувашской республике. Республика, в принципе, небольшая, и районы землячества представляют собой районы, которые располагаются от Чебоксар в 30 километрах. Следующий момент и следующая тенденция – это тенденция, можно поменять, да, это массовое эстрадное пение. Когда-то чуваши в 1920-30-е годы занимались
массовым стихосложением. Видимо, такая пора пришла в начале 21 века, и сейчас у нас практикуется массовое эстрадное пение. Поют все. Притом получается не всегда удачно. И, как показал опыт, лучшие чувашские певцы – это татары и грузины. Здесь мы можем обратить внимание на предыдущую тенденцию. Это тенденция национального костюма. Очень часто в Чувашии по любому поводу насаждается национальный костюм. И здесь возникает вопрос, а без национального костюма нельзя оставаться в 21 веке чувашом? Ну, и обычно я привожу такую аналогию, если бы известные российские певцы исполняли бы песни на русском языке, но с условием, что они обязательно будут выходить в кокошниках и в сарафанах, или же... То есть одно дело, когда мы исполняем народные песни, и другое дело, когда мы исполняем современные песни. Так, идем дальше. И следующая тенденция – это тенденция ревитализации дохристианского именослова. Здесь представлены имена, которые встречались по данным ЗАГСа в 2015-2019 году в Чебоксарах. Были зафиксированы следующие имена. Первая часть – это древнечувашские мужские имена, и второй абзац – это древнечувашские женские имена. Ну, этот список можно продолжить. Дело в том, что таких тенденций достаточно много. Например, можно отметить следующую тенденцию. Это тенденция мифологизации героического великого прошлого. Практически встречаются у всех народов. Это и так называемая история, связанная с золотым веком человечества. Почему-то многие народы считают, что их прошлое было великим, но почему-то это великое прошлое сейчас не проявляется. Вот примерно такие воззрения. В принципе, каждая тенденция достойна отдельного исследования. А почему этим филологи занимаются? Занимаются потому, что этнологов маловато, как сказали наши казанские коллеги, в частности, Татьяна Алексеевна. Благодарю вас. Спасибо за такой теоретический, скажем так, экскурс в особенности развития этносов на современном этапе на примере чувашского народа. Ну, наверное, и на примерах других то же самое у нас здесь можно видеть. Ну а теперь перейдем непосредственно к конкретным формам работы на конкретных примерах, с конкретным, извините за тавтологию, материалом. И я предоставляю слово представителю ведущего научного учреждения Российской академии наук, Института языкознания Куцаевой Марине Васильевне, этнической песни в жизни московских марийцев. Здравствуйте. Пожалуйста, Марина Васильевна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас попробую запустить демонстрацию экрана. Спасибо, Так. ждем. Ага. Так, началось? Видно? А? Видно, да? Я так думаю, что все... Началась демонстрация экрана? Но презентации пока не видно. Так. Только вас. Ой-ой-ой. А так? Я запустил демонстрацию экрана, мне сказали. Верните на весь экран, советуют вам специалисты технических искусств. Так? Видно? Алло, да. Вот, Видно? пошло. Да? Угу. Да. Уважаемые Спасибо. коллеги, да, позвольте представить некоторые свои интересные наработки, именно связанные с этнографией, но в частности все-таки в тесном соприкосновении с лингвистикой, чем, собственно, я и занимаюсь. Я являюсь сотрудником группы финно-угорских языков, отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН. Занимаюсь исследованием языка, функционирования языка в диаспоре, в частности, в марийской диаспоре Московского региона. А на данном слайде представлена величина и расселение этнической группы. Как мы видим, на территории Российской Федерации, согласно данным переписи 2010 года, проживает более 547 тысяч марийцев. Из них в республике Мариэл сосредоточено 41,8% от всего населения.
это марийцы. Вне республики от всего марийского населения проживает практически половина этноса. Компактно проживают в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Кировской, Свердловской, Нижегородской и Пермском крае. Дисперсно во многих других регионах России, в том числе и в Московском регионе, где по данным переписи проживает более 4000 марийцев. Опять-таки, это данные 2010 года. Таким образом, можно сказать, что марийцы отличаются сильной диаспоризацией после Мордвы по количеству марийцев, которые проживают за пределами своей, даже не то что исторической родины, будем говорить, за пределами, все-таки немножко не соглашусь с определением, которое определено в языке и обществе, откуда я взяла эту информацию, за пределами своего основного компактного места проживания. Наше обследование социолингвистическое проводилось в марийской диаспоре Московского региона с декабря 2019 по май 2020 года. Было обследовано 100 марийцев, это представители первого поколения. Что мы подразумеваем под этим? Это люди, которые родились в одном из районов Мариэл, либо же в одном из районов компактного проживания марийцев. Это Башкортостан, Татарстан, Кировская область, Свердловская. И также один вот человек, это был выходец из районов дисперсного проживания марийцев. На второй таблице вы видите, что все респонденты были разделены на когорты по возрастам. И, в общем-то, интересующиеся нас когорта сейчас, это вот достаточно молодые люди, да, будем говорить, до 40 лет. То есть это примерно половина нашей выборки, это достаточно молодые люди, которые родились вот в одном из этих районов и приехали, обосновались и постоянно в течение некоторого времени живут на территории Московской области или в Москве. Конкретно в сфере наших интересов находилось, как и где они используют марийский язык, этнический язык. И, как вы видите, одна из таких сфер – это культура. Организуются концерты, поддерживается какая-то самодеятельная деятельность и организуются марийские дискотеки. Об остальных сферах говорить не буду, поскольку это не является предметом вот сегодняшнего разговора. Мы опросили 100 марийцев, и оказалось, что из этих 100 человек 96 так или иначе слушают песни на марийском языке. Что заставляет этих людей слушать именно марийские песни? Как вы видите, 41% респондентов выборки указал на то, что это будет ностальгия, грусть и тоска. Позволю себе привести некоторые цитаты. Когда вспоминается малая родина. И, конечно же, в данном случае вот уроженцу, например, русскоязычной и городской среды вообще трудно осознать какую-то такую особую связь, которую человек родом из небольшого местечка может чувствовать и вообще питать по отношению к своей песне, потому что песня это может напоминать о детстве, о малой родине, она может быть связана как-то с мамой, даже с каким-то, не знаю, другим родственником, даже с прадедом. Возможно, эту песню исполняли на больших застольях. Случается даже, как заявили некоторые респонденты, что я пою песню, которую сочинила моя мама. Ну и кроме того, мы должны помнить о том, что в советское время, еще в совсем недавнем прошлом, уже в современной России, этнический язык, будучи вытесняемым из официальных сфер общения, все-таки сохранял свои твердые позиции, помимо бытового общения, исключительно в культурно-досуговой сфере. И вот респонденты, например, с которыми родители с детства говорили преимущественно на русском языке, указали в интервью следующее. «Бабушка и дедушка меня сразу научили плясать по-марийски, и при этом марийская речь часто слышалась в частушках». Ну, таким образом, вот можно включить песню именно на марийском языке дома в Москве, и это, по признанию респондента, какая-то всегда будет особая атмосфера. И это из детства идет, заявил респондент, какое-то стремление сохранить свою марийскую идентичность. То есть вот просто какой-то зов души. Возьми и слушай. Просто ходишь и думаешь, дай-ка послушаю. И, собственно говоря, эта песня, помимо ностальгии, конечно, настроение может быть разное. Грустное, послушаешь грустную песню, веселое настроение веселую. Некоторые чувствуют какое-то успокоение и расслабление, когда они включают песни на марийском языке. И, в общем-то, где может звучать эта песня? Песня, благодаря использованию современных технологий, может сопровождать респондента где угодно. Во время отдыха, уборки дома. Она может сопровождать респондента по дороге на работу. Когда он находится в пути на работу, например, в машине.
Можно спеть в большой компании под аккомпанемент гармошки или баяна. Можно собираться с родственниками и друзьями по праздникам и на застольях. Ну или вообще просто послушать эту песню наедине в выходной день на природе, в лесу или на даче. А некоторые респонденты слушают марийские песни, просто напевают что-то марийское, даже, например, проводя какой-то мелкий ремонт в квартире. И, собственно говоря, как масса существует сейчас гаджетов, да, девайсов для того, чтобы послушать эту марийскую песню. Вот что об этом говорит респондентка. Я вообще люблю смотреть марийские песни на Ютубе. В основном телевизор большой. Вот сижу на сайте и захаживаю. У нас же в деревне ансамбль есть. Вот их и смотрим. Мы вообще все марийское смотрим. И мы все видим, что там происходит. А один респондент подчеркнул следующее. Ему нравится, находясь на малой родине, живое исполнение слушать и записывать на диктофон, и потом в какие-то особые моменты своей жизни, московской, уже слушать эти записи в Москве. Более... В общем-то, это фотография Волги, да, которую я сняла, когда была в путешествии по Волжье в прошлом году. В любом случае, эти песни, они так или иначе связаны с малой родиной для респондентов. А какие песни слушают марийцы, нашей выборки? Как мы видим, более половины респондентов слушают так или иначе и старинные, и современные. Некоторые, это 25%, предпочитают исключительно старинные, ну, старые и народные, а 21% предпочитают современные. Вот приведу некоторые цитаты. Почему некоторые слушают исключительно старинные, то есть делают какой-то такой глобальный выбор. Но старинные песни, современные мне не очень нравятся, а старинные берут за душу. Современные здесь нужно вот что отметить. Бум-бум мне не нужен. Марийские песни более певучие. Мне нравится мелодия, ну или гармошка. А вот современные я даже не слышу слов, о чем они поют. Это преобладание шума, а он заглушает смысл, заявила наша респондентка. А другая сказала так: ой, нет, слушаю современные, потому что старинные, ну уж очень грустные. Старинные в основном какие-то протяжные, про долю несчастную. Нет, в основном так, поэтому слушаю веселые, современные, заявила другая респондентка. А вот о чем же, по мнению респондентов, эти песни, которые им доводится слушать? Это песни о любви, о жизни, какие-то частушки нравится слушать, совершенно разные, не разграничивая на жанры, слушают наши респонденты. Кроме того, некоторые песни, например, обрядовые, они не просто обрядовые, да, они связаны исключительно с каким-то периодом в жизни самого респондента. Вот как об этом сказал наш респондент, 28 лет. Очень хорошие есть песни, когда есть проводы в армию, именно песни со смыслом. Ты внимаешь этой песне. Вот когда меня в армию провожали, некоторые мои братья исполняли. Понятное дело, что не на 25 лет я уходил в армию служить, всего на год, но передавалось мне главное, что это грустно, но нужно, заявил наш респондент. Что касается слов, то мы задали дополнительный вопрос нашим респондентам. Понимаете ли вообще, о чем поются в этих песнях, которые вы слушаете? Вот ряд респондентов, большинство, да, подавляющие, сказали: да, все понимаю. Понимаю все слова, понимаю, но не все слова, сказали 21%. И небольшой процент опрошенных заявили о том, что они не понимают все слова. Но это кто? Это все-таки уроженцы городской среды, но и мест компактного проживания марий за пределами республики, которые, хотя и не владеют этническим языком, поскольку они являются уроженцами городской среды, тем не менее они ощущают какую-то связь с песней на марийском. Ой, ну вот хочется просто послушать, настроение веселое, хочется потопать и похлопать иногда, заявила респондентка, вот, которая сказала о том, что она, к сожалению, не понимает слов в этих песнях. Исключительно те, кто понимают слова, они являются активно владеющими этническим языком, уроженцы, как правило, сельской местности, где язык достаточно крепко еще, да, крепкие позиции сохраняет, понимаю, но не все слова. Кто эти люди? Это в основном все-таки признались те, кто, мы поняли, задав дополнительный вопрос, что не все слова понимают, все-таки мы знаем о том, что марийцы, как этническая группа, они разделяются на несколько субэтнических групп. Это горные, луговые, восточные. И вот диалекты, которые выделяются внутри марийского языка, луговое, восточное, горное и северо-западное, они все-таки, несмотря на общие места, имеют какие-то свои особенности, в том числе и лексические расхождения. И это может быть одной из причин, почему
нашим респондентам понятно, о чем поется в песнях, но не всегда. И стремление, вот, в общем-то, уяснить для себя суть проблемы, а почему так, побудило меня, как вот автора исследования, задать респондентам еще один вопрос. А вот вы какие песни слушаете, каких субэтнических групп предпочитаете? Вот выяснилась совершенно неожиданная вещь для меня, как исследователя, что марийцы предпочитают слушать свои песни в более половины случаев. А разных групп марий, вот, например, луговые и горные, слушают скорее своих. Слушаю разные песни, это скорее внереспубликанские марийцы, башкирские, Татарстан. И вот, например, свердловские марийцы тоже, то есть все восточные марийцы, они, в принципе, можно сказать, всеядные в этом отношении, но луговые и горные, проживающие на территории Республики Марий Эл, они предпочитают слушать свои песни. Здесь у меня на слайде представлены, опять-таки, прекрасные виды Марий Эл. Это слева это слайд, это горная сторона, а справа это Медведевский район Республики Марий Эл, там, где распространен луговой марийский. А вот что говорят сами респонденты. Приведу некоторые цитаты прямо даже на экране. «Слушаю песни луговых, язык-то другой, и культура своя луговая мне ближе по душе». И самое интересное, что, в общем-то, выяснилось, что, ну, и это, в общем-то, известно и в самой республике, даже когда проводятся марийские дискотеки не только в самой республике, но и в московском регионе, возникает некоторое недопонимание между горными и луговыми, потому что, приходя на эти дискотеки, они понимают, что, например, вот сейчас здесь будет больше горных песен, и поэтому луговые как-то немножко начинают себя чувствовать не совсем в своей тарелке. Вот как об этом рассказывает одна из наших респонденток. Пришла, и я поняла на эту дискотеку, я, конечно, всегда веселюсь, но как-то вот было мне все равно странно, потому что организатор был горный, и их, то есть горных, было большинство. А другой сказал, что я не пойду на дискотеку, потому что там практически всегда звучат луговые песни, а вот если будет горномарийская дискотека, заявил этот респондент горномариец, я, конечно, приду. И одна из достаточно активных наших респонденток, она является руководителем молодежного отдела Марийского землячества Москвы, в личной беседе подтвердила, что такие тенденции есть, и, видимо, поступают какие-то запросы от горномарийцев, поскольку все-таки луговых всегда априори больше, они хотят организовывать действительно свои дискотеки. И она, как музыкант, понимает, что это необходимо, потому что песни все-таки отличаются. Это как горномарийская отличается от чувашской, а чувашская от татарской. То есть у них несовместим генетический код. Но несмотря на все эти нюансы, субэтнические, в общем-то, и музыкальные предпочтения, и за какие-то языковые нюансы, мы можем отметить следующее, что как республиканских, так и внереспубликанских марийцев, проживающих на территории Московской области и Москвы, прежде всего объединяют какие-то схожие эмоциональные переживания, которые они испытывают в отношении песни. Потому что это музыка, слова, песня, это, как говорит респондентка, слова, которые нигде больше так не сказаны. И здесь мы выделили, конечно, важную вещь. Для чего нужна песня на марийском? Это, конечно, связь с прошлым. Это, безусловно, какая-то крепкая связь с малой родиной, с родителями, с семьей, с родственниками, и особенно в том числе и ушедшими. Люди некоторые слушают старинные песни, потому что их слушала бабушка, которой давно уже нет в живых. Конечно же, это и настоящее. В настоящем тоже важна эта песня на марийском, на этническом языке. Почему? Человек чувствует себя достаточно грустным, каким-то подавленным настроением, но, послушав марийскую песню, человек понимает, что это получает он какой-то дополнительный заряд определенной бодрости, энергии, и ты снова готов дальше, как говорит наша респондентка, покорять город, имеется в виду Москву. И, наконец, в будущем одна из наших респонденток сказала, что она собирается, она не владеет активно марийским языком, выросла в городской, в поселок городского типа среде, но в какой-то момент она почувствовала, уже именно оказавшись в Москве, что ей как-то хочется чему-то научиться. Она купила себе словарь, она узнала песни, которые поют ее тетки, собираясь, проживающие в районе Татарстана, как раз где компактно расселены марийцы в некоторых деревнях. Она взяла тексты песен, и она
пытается как-то их и узнать их смысл и научиться их петь, потому что она хочет петь их и дальше, когда уже как бы эти тетки ее, может быть, уже не будет на свете, но она будет их петь и дальше. Но и меня, как лингвиста, безусловно, интересовала и связь этой песни с этническим языком. Поддерживая связь с песней, человек в Москве поддерживает связь и с этническим языком. Это совершенно очевидно. Потому что можно петь эти песни и в компании, как вы видите здесь, и наедине, чаще бывает наедине, и в компании. В общем, разнообразные ситуации, когда можно спеть на марийском языке. И хочу вам представить, как в качестве примера, свою героиню, это Юлия Смуглая. Она приехала в Москву достаточно давно, ну, может быть, лет 10 назад, и она некоторое время вообще ни с чем марийским как-то не увлекалась, не слушая. Но в какой-то момент она вдруг почувствовала, что ей не хватает марийского языка. Как-то она приехала погостить на малую родину, и в Мариэл, и познакомилась с популярными исполнителями и пригласила их выступить перед своими односельчанами. И она поняла, что, вот цитирую, как-то вот чего-то не хватает, бывает такого, а потом мне этого уже не хватало в Москве. Я понимала, что я живу в Москве, я уже укоренилась, и моя жизнь вся будет в Москве, и я решила воплотить всю эту затею уже в Москве. Вот своими усилиями Юлия создала ансамбль, сообщество «Марисем Москва», буквально марийский наигрыш, марийская мелодия в Москве. В столицу приглашаются артисты марийские, эстрадные исполнители, они арендуют помещение, то есть вне, конечно, контекста пандемии, безусловно. Благодаря объявлениям в социальных сетях на марийские дискотеки удается привлечь значительное число представителей диаспоры. И вот что об этом говорит одна из девушек, участниц дискотек. Ой, это так здорово в таком большом городе встретиться со знакомыми, во-первых. Во-вторых, познакомиться дополнительно, пообщаться, время провести. Ведь для молодежи что нужно? Выпустить то, что накопилось марийское. И лучше это выпустить на дискотеке с танцами, песнями, плясками, ежели в другом месте. Людям хочется потанцевать. А вот если про возраст, продолжает она, то я была удивлена, ведь там не только молодежь была, там разновозрастная категория была. Молодежь и заканчивая бабушками и дедушками. И мы были очень рады, и мы с ними поддерживаем до сих пор связь. Молодцы они, что не сидят, не унывают, а наоборот какой-то свой бодрый дух поддерживают. И, кроме того, Юлия своими усилиями проводит в Инстаграме караоке-кассы, являясь активным блогером и пользователем Инстаграм. К ней на ее караоке-кассы, которая проводится еженедельно по пятницам 2 часа, выходят на связь марийцы из разных регионов. Башкир-марийцы, она говорит, екатеринбургские, из Ростова-на-Дону, Нефтекамск, Сургут, Мариэл. И по пятницам они должны, и наш караоке-касс только на марийском языке. Надо со мной выйти в прямой эфир и на марийском языке рассказать о себе, откуда, и спеть какую-то песню на марийском языке. Она выбирает победителя, и, соответственно, этот победитель получает некий приз. Но понятно, что не только за приз, ради приза выходят в эфир эти марийцы, откуда только не выходят, продолжает она. Просто в Мариэл такого еще нет. Именно я такое придумала, заявила она. Логичным продолжением марийских, вот этого всего марийского стала организация марийских дискотек, когда приглашаются марийские исполнители. Кроме того, логичным стало еще и создание ансамбля «Марисем Москва» по ее же инициативе. Музыкальный коллектив объединил на сегодняшний день порядка 15 молодых луговых марийцев, которые проживают в московском регионе. В ансамбле есть также свой хореограф и гармонист. И вот одна из девушек заявила о том, что в принципе она каждое воскресенье, для нее это какая-то отдушина сходить на репетицию. Мы только собрались, сказала она. Мы распеваемся немножко, начинаем петь песни, которые нам предложил музыкант. И они постепенно входят в наш репертуар. Каким-то образом сообща они решают о том, какую песню включить в репертуар, планируют на дискотеках также выступать с этими песнями. И что самое важное,
Я с приподнятым настроением ухожу с репетиции, заявила она. Как-то, знаете, за неделю работы все равно в каком-то напряжении находишься. А это настолько отвлекает, настолько душу переворачивает, окрыленная. Вот с таким настроением ты готов к новой рабочей неделе, уже позабыв о прежней, до понедельника. И тут все. Когда я прихожу, душа пошла петь и плясать, заявила одна из участниц этого ансамбля. Ну и, безусловно, некоторое время назад Юлия также стала исполнять песни на марийском языке, достаточно современные песни. Песни, которые она записывает на звукозаписи в Москве, с успехом передаются на радио Мариэл. И предметом особой гордости стало, конечно, для нее приглашение выступить с одной из своих музыкальных композиций на большом ежегодном концерте в Йошкар-Оле. И в этом отношении можно с уверенностью сказать, что в настоящий момент эти культурные связи с малой родиной у московских марийцев не являются более односторонними, потому что, приглашая московских звезд, марийских звезд на выступление в Москву, московские марийцы уже также отправляют своих делегатов на музыкальные мероприятия в Йошкар-Олу. И таким образом мы понимаем, что в данном случае марийские песни, они не только позволяют как-то чувствовать связь с малой родиной, но и поддерживать язык в диаспоре. Здесь представляю вот вам частично участников этого прекрасного сообщества и ансамбля. И если вот Дмитрий из технической поддержки сможет сейчас запустить короткий ролик с их репетицией, буду очень благодарна. Да. Большое спасибо, благодарю. Ну и в заключение отмечу, что, в общем-то, сама организатор дискотек, в общем-то, моя героиня сегодняшней презентации, она, будучи достаточно, сказать, слабо владеющей марийским языком, но не так активно, потому что она выросла все-таки в поселке городского типа, она заметила следующее, что я начала заново цвести. Мне это приносит большое удовольствие. Я общаюсь на марийском языке, и я понимаю, что я прямо здесь, в Москве, стала разговаривать на марийской. Да, мой марийский улучшился намного, заявила она. Спасибо за внимание. Сейчас я остановлю, наверное, совместное использование, да? Угу. Спасибо большое, Марина Васильевна, столь подробный рассказ о марийской песне в Москве. Ну и, наверное, логично было бы перейти от марийской песни к песне чувашской. Слово Людмиле Валерьевне Петуховой, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики, имеющей очень большой опыт работы с творческой молодежью в этом направлении. Пожалуйста, Людмила Валерьевна. Спасибо. Всем добрый день. Ирыгун Булдырбурниде. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить за великолепную организацию. И я очень рада, что здесь нахожусь. Моя статья... Я руковожу хором много лет уже, и моя статья основана на опыте работы в нашем институте и в музыкальном училище.
Проблема познания студентами народно-певческих традиций Чувашии через соприкосновение аутентичным фольклором и носителями традиций является сегодня важным и актуальным. В основе обучения лежит народное исполнительство, которое тесно переплетается с другими дисциплинами специального цикла, такими как расшифровка и анализ народных песен. Они направлены на сбор и фиксацию фольклорного материала, его нотацию и анализ. Выпускники оформляют курсовые работы с 30 или более нотированными традиционными песнями и этнографическим материалом сел своего района. На их основе готовят концертные программы, вынося их на государственный экзамен. Систематические музыкально-этнографические экспедиции, то есть живые соприкосновение с традиционным фольклором и его носителями дают студентам полную картину о современном состоянии традиции. Записи фольклорных произведений должны соответствовать определенным требованиям, главное из качеств которых должна быть точность. Для этого необходимо нотировать скрупулезно, то есть с мельчайшей подробной фиксацией с помощью определенных знаков для последующего воспроизведения уже в пении. На стадии становления специалиста возникает немало сложностей в восприятии подлинной народной песни. В связи с этим главной целью ставится изучение песенной традиции через практическое освоение, исполнение песенных образцов, которые максимально приближены к реальному звучанию напевов, бытующей на сегодняшний день деревенской среде. Чувашский народ славится сохранностью разных традиций и обычаев, обрядов и праздников, каждый из которых уникален своей самобытностью и неповторимостью. Одним из них является осенний молодежный праздник «Девичье пиво Улах-Сари», который хорошо сохранился только в Шемуршинском районе Чувашской республики. Но нам удалось зафиксировать этот обряд и в Яльчикском районе, а именно в селе Яманчурино. В марте 2015 года со студентом 4 курса Смирновым Георгием Николаевичем нами был записан этот обряд от местных жителей. Позвольте продемонстрировать обрядовую песню в исполнении носителей, а затем студентов музыкального училища. Со слов информаторов стало известно, что праздновали этот праздник в начале ноября и 2 дня, а именно 4 и 5 ноября. До начала празднования девичьего пира у молодежи шла долгая посиделочная пора, где они занимались в основном рукоделием. Девушки начинали готовиться к нему за 2 недели, ходили в дом, где будет проводиться праздник, собирали деньги для хозяйки, гармонистов и других хозяйственных нужд. Праздник устраивала молодежь 2 улиц. 4 ноября одна улица, 5 другая. Соответственно, в первый вечер одна группа девушек являлась хозяйками хужахиразем, а другая гостями ханахиразем. На второй день менялись ролями. В намеченный день ближе к вечеру хужахера с остальными девушками с гармонистом ходила забирать ханахерни на другую улицу. Она помогала одевать ее в лучшие наряды, а та, в свою очередь, встречала их с почестями. Сажала за специально приготовленный стол, угощала пивом, приготовленным из нового урожая. Выходя из-за стола, гармонист затягивал гармонь, и девушки чуть пританцовывали. И только после благословления матери девушка
и гости отправляются с ними в арендованный дом, где проходил сам праздник. Выходя из дому с песнями девичьего пира, шли за другой девушкой. Таким образом, они ходили по домам каждой гости, пока все не соберутся. Ближе к 8-9 часам вечера девушки становились рядами и пением шли к условленному дому, а рядом крутились парни. Все заходили в дом, девушки-хозяйки Хужахиразем становились с одной стороны, а Ханахиразем другой. Этот праздник привлекал и стар, и млад. Они специально приходили полюбоваться на это зрелище. Девушки-хозяйки накрывали стол, приносили с собой угощения. Основным угощением было обрядовое пиво из нового урожая, которое варили специально для праздника. Сначала за стол сажали пожилых, потом парней, которые, попробовав угощение, клали серебряные монеты девушкам в руки или на специально приготовленную тарелку со словами: «Многое заканчивается, а малое хватит. Не иссякло бы старое, приобреталось бы новое». Или «Много дать не могу, пусть Бог даст». Непреложным моментом является благословление молодых почтением старейшиной. Во время благословления все становились на одно колено, и старейшина произносил слова: «Проведите Улах-Сари хорошо и весело, умейте себя вести достойно и не посрамите родителей, ведите себя скромно». Вскоре парни начинали танец, по очереди приглашая девушек-хозяек в центр дома. После этого гармонист начинал играть специальную мелодию танца Ахаяс. Сейчас посмотрим видеозапись обрядового танца в исполнении того же состава. Рисунок танца представлял из себя легкий орнамент, где девушки танцевали, кружась вокруг себя то в одну сторону, то в другую, меняя положение рук. Левая рука на талии, правая внизу, правая рука на талии, левая внизу, обе руки на талии, обе руки внизу. Таким образом, все девушки-хозяйки по очереди приглашали своих подружек на обрядовый танец Ахаяс. Танцевали попарно, но при этом движения сохраняли синхронность. Пока одни танцевали, другие исполняли частушки и хлопали в ладоши. После завершения танца все становились на две стороны. С одной стороны выстраивались девушки-гости, а с другой — девушки-хозяйки. На молодежном празднике был специальный ритуал, который назывался «кадиклетни», дословно «кудахтанье», когда парни просили девушек спеть песню за деньги. Включите, пожалуйста, видеозапись.
Kodik shulchakha, smarta dumma kiletu, puyanachi saracha, ukshaba makiletu, shakadala sagna. Ага, кубус халаны. Кубус такая, Халана. Песни девичьего пира исполнялись в помещении, поэтому эти песни звучали негромко, камерным голосом, неторопливо, в спокойном темпе и в удобной тесситуре. Для пения было очень удобно. В поэтических текстах этих песен раскрывалось внутреннее состояние человеческой души. Поэтому у Лахсари Юризем были камерного характера и исполнялись в основном акапелла. Но мы осмелились и решили в одном месте обряда исполнить песню под сопровождение классической скрипки и чувашской народной кисле. Такое гармоничное сочетание, на наш взгляд, позволило только обогатить пение. В своей работе мы старались придерживаться аутентичной ориентации, не обрабатывая этнографический материал, а стремились воспроизводить его без умышленных искажений. Студенческий коллектив – явление вторичное, так как преемственность традиционной народной культуры осуществляется в этом случае искусственным способом. Сначала песенный или танцевальный фольклор записывается от информаторов, а затем осваивается путем подражания аудио или видеозаписей. Очень важно не идеализировать понятие аутентичной, не впадать в крайность. Аутентичность не значит, что точная копия. Нельзя слепо подражать носителям традиций этнографическим ансамблям. Ведь и они поют всякий раз по-разному, но в рамках своей традиции. Для того, чтобы вторичным коллективам соответствовать определению аутентичной, необходимо хорошо освоить какую-либо традицию, и только после этого следует импровизировать в рамках данной традиции. По нашему мнению, студенческий коллектив училища наиболее хорошо освоил календарный обряд херзари с сопровождающими песнями и песенную традицию села Яманчурина Яльчикского района Чувашской республики. Студенческим фольклорным ансамблям не следует отказывать в определении аутентичной на том лишь основании, что они еще не успели хорошо освоить какую-либо традицию. Главное, чтобы они не пытались с целью якобы улучшения преднамеренно изменять подлинные мелодии и тексты. Непреднамеренные искажения на стадии обучения и становления как специалиста-фольклориста вполне объяснимы. Следует отметить, что овладение специфическими исполнительскими приемами – процесс сложный и долгий. Однако и в рамках учебной работы можно достичь успеха. Об этом говорят отзывы государственных экзаменов наших, подготовленных на этнографическом материале. Спасибо за внимание. Спасибо, Людмила Валерьевна. И как мы видим, все упирается опять в знания и умение их использовать и передавать. Марина Петровна, вам слово. Камаева Марина Петровна, кандидат педагогических наук, опыт преподавания истории и культуры Чувашского края и на региональном студентам. Добрый день, уважаемые коллеги. С удовольствием выслушал все выступления. И мое выступление, наверное, будет итоговым. И хочу я, наверное, начать с фразы, которую я очень люблю. Сказал его французский литератор Жорж... Вот уже забыла, простите. Вот. Выступление Жорж Вольфрам. «Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть националистом». Посмотрите, какие строки. Ведь действительно, быть патриотом – это не значит быть национально замкнутым человеком. Быть патриотом значит любить, уважать и ценить все традиции других народов и национальностей.
В наше время, очень сложное время, когда обостряется национальный вопрос, многие страны благополучные столкнулись с этой проблемой, которые всегда гордились своей толерантностью. И поэтому нам тоже нужно обратить на это внимание. Действительно, многонациональная Россия – это не какой-то американский плавильный котел, где переплавляются все нации. Наоборот, мы многонациональная страна, которая испокон веков живем этими традициями. Мы настолько уже все вместе связаны и узами служебными, родственными, семейными. И порой кто-то не знает, какой же я национальности. Вот я сегодня буду говорить, как человек старшего поколения, о таком понятии, которое, может быть, давно уже забыто. Это понятие интернационального воспитания. Ну что такое интернационализм, мы знаем прекрасно. Это равенство всех народов и всех наций, их сотрудничество друг с другом. Это слово «национализм», кстати, это не большевистское и не коммунистическое приобретение. Оно появилось раньше, еще при самодержавии, когда русский царь был самодержцем и гарантом, сувереном для всех подданных и всех национальностей. После Октябрьского переворота 1617 года, когда большевики смогли, церковь отделили от государства, и коммунистическая идеология порой разделяла людей на классы, но что скрепляло, что объединяло наше российское, а потом советское общество? Это объединял интернационализм. Хорошо помню свое школьное детство, когда наш класс, каждый класс нашей школы, он всегда какими-то вопросами занимался действительно национальными республиками. Вот мы представляли Узбекистан. И мы изучали очень хорошо историю этого государства, танцы, песни. До сих пор вспоминаются строчки: у москвички 2 косички, у узбечки 25. Вот видите, с какое вот воспитание интернационализма, насколько оно устойчивое. В 90-е годы мы забыли, что это такое. И порой слово это стало, наверное, немножечко даже ругательным словом, но и распался союз, к сожалению. И мы оказались в плену теорий националистических, расовых каких-то, имперских. Вот что значит мы решились интернационального воспитания. Но это немножко так теоретически. А сейчас я хочу перейти, конечно, к практической работе. Как же воспитать? Растет новое поколение. Как же мы воспитаем их? И что мы понимаем? И сможет ли вот интернациональное воспитание сплотить? Наш Чувашский государственный институт культуры и искусства – это своего рода поликультурное пространство, где много народов, наций, могу перечислить, специально выписала: Татарстан, Мариэл, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Нижегородская область. Этот список можно продолжать. И все студенты, которые учатся у нас, они изучают историю и историю культуры родного края. Начнем с истории. Школьники нынешние, которые приходят к нам на первый курс, порой знакомы плохо со школьной программой по истории. И мы начинаем все заново. Я говорю: ребята, давайте вспомним самое первое произведение Киевской Руси – «Слово о законе и благодати» Илариона. Ведь что, там же сама идея отвергается, богоизбранность. Там говорят, что нет богоизбранного народа, все народы равны, все равны перед Богом. И этот момент, и повесть временных лет, когда Нестор говорит, что говорят не только на славянских языках, а говорят и на языках марийцы, там упоминаются черемисы, марийцы, они говорят на других языках. Вот таких примеров истории можно привести очень много. В этом году мы отмечали такой великий праздник – 75 лет Победы. И вот мы говорили с ребятами о том, что была ли это победа, если бы все национальности нашей страны не сплотились вместе. Так что интернационализм, он не чужд нашему российскому обществу, потому что мы страна, где более 190 национальностей. Историю культуры родного края, которую я преподаю. Задача моя, конечно, донести всю уникальность, красоту, душевность чувашских песен, чувашских слов, чувашских традиций.
Вот, например, мы изучаем верования чуваш религиозные. И, конечно, сравниваем их с другими. Например, студенты из Мариэл рассказывают о своих традициях, нижегородцы рассказывают о своей русской культуре. И мы сравниваем, мы анализируем и в конечном счете делаем вывод следующий, что мы своеобразны, но все-таки у нас много общего. Каждый год мы проводим олимпиады по истории культуры родного края. И что отрадно, каждый год принимает в ней участие все больше и больше студентов, школьников. И в этом году мы, например, проводили эту олимпиаду в условиях пандемии. И что действительно интересно, что принимали участие из Татарстана, Башкортостана, Мариэл, писали учащиеся студенты, отвечали с удовольствием на вопросы. И вот было у нас там такое творческое задание. Слова Педора Хузангая, чувашский ласковый язык, сказания наши золотые, чувашской мудрости родник. Все это сберегла Россия. И вот они сами рассуждали и в конечном счете приходили к следующему выводу. Я могу даже это и зачитать, что пора научиться жить нам друг с другом, как гражданам единой страны. Нас много, а Россия одна. Этнокультурный подход к воспитанию. Много мы о нем говорим. Этнокультурные компетенции, которые мы формируем. Как это просто и понятно объяснить нашим студентам? Знать, понимать, позитивно относиться к чужой культуре и уважать свою. И тогда будешь успешно жить в полиэтническом пространстве и будешь мирно существовать с другими народами. И поэтому вот социологический опрос, который у нас ежегодно проводится, показал высокую этническую толерантность наших студентов. И поэтому мы верим в то, что наши студенты, они будут и уважают и свою культуру, и никогда не оскорбят, не унизят, а наоборот будут претворять вот в жизнь свое творчество. Еще хочу рассказать о своей работе. Различные формы работы, лекции, диалоги, круглые столы, квесты, научная деятельность, исследовательская и, конечно же, проектная деятельность. К 100-летию чувашской государственности наши студенты защищали проект «История моей семьи в истории Чувашии». Много, конечно, смогли проследить многие историю своей семьи, начиная с Первой мировой войны, коллективизация, гражданская война, Великая Отечественная, послевоенное строительство. Вся семья как на ладони. А рассказ о своей малой родине, какой любовью этот рассказ пронизан. Иногородние студенты рассказывают тоже о своей малой родине. Вот помню, Кни Антон фильм показал о Пермском крае. Гунудинова Расима о национальном парке Республика Коми. Лилия Игнатьева рассказала о своем городе Волгограде. И много могу привести примеров уже наших выпускников, которые рассказали и показали свое генеалогическое древо. И это было действительно очень сокровенно, интересно, потому что именно на таких занятиях студенты раскрываются еще больше, и очень интересно с ними общаться. Я уверена, вот, что такой идеей, которая бы нас сплотила, объединила, является интернациональная идея. Так давайте же не будем забывать то, что наработано десятилетиями. Давайте просто использовать это в современных условиях, используя новые технологии, какие-то новые формы, и для того, чтобы молодежь нас понимала и побольше говорить об этом. Я вообще человек, мне национализм чужд. Я росла и воспитывалась в духе интернационализма, где человек человеку друг, товарищ и брат. И поэтому я подписываю под словами нашего президента Владимира Владимировича Путина, который сказал замечательную фразу: «Ценности межнационального согласия – это не подарок наших предков на все времена. Такие традиции необходимо постоянно поддерживать». Это требует, конечно, огромной, кропотливой работы. Так давайте же работать в этом направлении. Спасибо за внимание. Спасибо, Марина Петровна. Время нашего круглого стола подошло к завершению. Многие важные, интересные вопросы, главное, актуальные вопросы были рассмотрены. И очень много вопросов еще, конечно, не было рассмотрено и требует дальнейшего рассмотрения, дальнейшей работы. Резюмируя сегодняшнюю нашу с вами работу, можно сказать, что эта проблема
всегда была, есть и будет. Вопрос в том, как мы сможем ее решать. Решать постоянно, ну, на мой взгляд, вообще ежедневно ее надо решать, уж тем более нам с нашей профессией. Условия меняются, ситуация меняется, проблему надо решать и будем решать. Если кто-то хочет высказать свое мнение, свои пожелания, наверное, настало для этого время. Ну, а поскольку времени мало, я все-таки хочу предоставить слово еще раз нашей хозяйке этого круглого стола, территориально, в лучших традициях русской традиции, в лучших традициях этого русского слова, Наталье Ивановне Баскаковой. Ну что ж, уважаемые коллеги, у нас был очень интересный и очень насыщенный круглый стол. Прозвучали плодотворные, результативные доклады, и мы тут, конечно, обсуждали, может быть, и не на весь экран, и не для всех, но вот между собой мы немного прояснили некоторые моменты. Я, во-первых, благодарю всех за работу, за великолепную организацию. Спасибо всем огромное. И я желаю вам, как результат нашего круглого стола, хорошего настроения. Спасибо. Спасибо за внимание.